частота звука долгоиграющая или медленно, но тоже частоту не теряет, но долго играет. Это объяснить сложно, но для этого нужно, чтобы рядом сидел человек, который заказывает хумус, и чтобы он знал именно какой он хочет. Поэтому я, например, вот этот груз, вес уберу, этот хумус уже туда не вернуть. Поэтому он должен точно знать. Я такую хочу, а потом через минуту сказать, такую хочу. Тогда это уже не дело. Но когда хумусом занимаешься, мне нравится, что это какой звук получается. И я играю на этом хумусе, и мне нравится, когда вот детишки приходят, радуются. Короче, мне нравится людям радость делать. И каждый хумус по-своему, по отдельности звучит. Никогда не будет такого, чтоб одинаковые хумусы. Потому что ручная работа, это как микроном будет все равно различаться. Поэтому никогда одинакового хумуса не будет. Это точно. Звук всегда разный. Да. Если точно знаешь и играешь, все равно знаешь, что это хумус чуточку все равно различает. Это же кустарная работа. Это не фабрика. Для меня хумус – это не только музыка, но для меня это отголоски голоса наших предков и философия моего народа. И только с помощью хумуса я могу передавать свои чувства, свои эмоции и свои самые сокровенные мысли и любовь к своей родине. И для меня это не просто музыка, но, можно сказать, это даже звуковые картины. С помощью звуков можно воспроизвести какие-то пейзажи, какое-то настроение. И можно передавать разные легенды и философии своего народа. В первую очередь хумус должен чувствовать мое дыхание, и он должен чувствовать мое эмоциональное состояние. И если хумус чувствителен к состоянию моей души, то можно сказать, что он может передавать мои мысли, мои чувства. Он может петь так, как поет моя душа. Но самое главное, он должен быть очень удобным для того, чтобы держать его, да, и его язычок должен быть достаточно гибким, и в то же время он должен быть таким достаточно звонким. Его звучание должно быть, да? И это хумус должен сочетать и гибкость, и мягкость, и красоту звука. И, конечно же, долгота звучания по-якутски это называется угунтыннах, да? И, конечно, в зависимости от того, какую композицию играю, то его звучание может зависеть от этого. Иногда играют на хумусах высокой тональности, иногда на низкой тональности, иногда на средних. И самое главное, он должен уметь передавать именно мои чувства. И иногда, например, бывает надо, чтобы он чувствовал дыхание. Вот такой чувствительный должен быть. А сколько у вас вообще инструментов? У меня много хумусов, но я их даже не считала. Много. Это якутские хумусы, большинство, конечно, да, и из хумуса разных народов. И все они звучат по-разному. Из наших якутских мастеров я бы выделила Роман Ильич Готовцев, тоже один из лучших мастеров. Можно сказать, может изготавливать хумус такого звучания, который я ему говорю, чтобы это было под мой голос. А из молодых Эдуард Тарабулкин и вилюйские мастера Мальцев, и Ривори Чемчоев, и Нургустан Уваров, и Василий Уваров. Это очень перспективные мастера, которые продолжают, сохраняют, продолжают традиции наших мастеров старшего поколения.